мы сегодня с вами, это такой кусочек, локальный кусочек этой церкви, который называется поместная церковь. И вот если мы будем в разных поместных церквях, мы увидим, что церковь очень сильно отличается от церкви. Есть разный дух или разная атмосфера в каждом собрании. И вот каждая церковь, она имеет какое-то свое помазание. Это какое-то призвание с неба для этой церкви. Это какое-то видение особенное, которое именно этой церкви Бог вручил. Все вместе, когда мы собираемся, так как мы помазаны по отдельности, мы вместе собираемся, и здесь есть какое-то объединенное помазание. И я хочу вернуться к тому месту Писания, о котором мы с вами вскользь говорили, когда мы говорили о 3 людях, которые были помазаны: цари, священники и пророки. Это были люди, на которых было помазание, и помазание это работало как дверь в Божьи возможности. Дверь для того, чтобы через них действовало слово, сила, какое-то Божье откровение, чтобы через них каким-то образом что-то совершалось невероятное, небесное. Так вот, мы читаем в числах 7 главе о том, что когда поставили первое место поклонения, которое называлось Скиния, это место поклонения тоже было помазано. 7 глава, 1 стих, там написано так: «Установив скинию, Моисей помазал и осветил ее со всеми ее принадлежностями. Еще он помазал и осветил жертвенник и все его принадлежности». То есть особенным образом было помазано место, где собирались эти Божьи люди. Дальше мы читаем, когда открылся первый храм, и эта история записана во 2 книге Паралипоменон, 5 главе, с 11 стиха. «Священники вышли из святилища, все священники, которые были там, осветились независимо от их отдела. Все левиты, которые были музыкантами, Асаф, Еман и Дутун со своими сыновьями и сородичами, стояли с восточной стороны жертвенника, одетые в тонкий лен, и играли на тарелках, лирах и арфах. Им вторили 120 священников, которые трубили в трубы. Трубящие и поющие звучали в унисон, как один голос, вознося Господу хвалу и благодарность. Под звуки труб, тарелок и других инструментов они возвышали голоса в похвале Господу. Он благ, милость его навеки. Господень дом заполнило облако, и священники не могли совершать свою службу из-за облака, потому что слава Господа наполнила Божий дом». Вот здесь это помазание, оно пришло немножко по-другому, и оно пришло в образе Божьей славы. И причем эта слава Божия была настолько сильна, что люди, которые слушали, люди, которые участвовали в происходящем на тот момент, они не могли стоять на месте, они падали под влиянием силы и под влиянием славы Божией. Помазание было гигантское в том месте, на том месте, где эти люди поклонялись Господу. Знаете, я сегодня думаю о нашей церкви, я думаю о нашем собрании. Я каждый раз говорю: Господь, я так хочу, чтобы умножалось помазание, я так хочу, чтобы умножалось Божье присутствие. Это нормальное желание, когда ты являешься частью какой-то церкви, ты хочешь, чтобы Божье присутствие в этой церкви и Божье помазание в этой церкви было осязаемым, оно было могущественным, сильным, оно делало что-то невероятное с людьми. И когда ты молишься об этом, ты размышляешь и думаешь: Господи, ну а что нужно делать? Что от нас нужно для того, чтобы это помазание, оно не просто в моей жизни умножалось, чтобы оно умножалось над всей нашей церковью? Задавались такими вопросами? Давайте посмотрим следующие слайды. Вот здесь первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. И фактически первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Они говорят об одном и том же. О том, что если раньше был физический дом, где Бог обитал, где Божье присутствие пребывало, сегодня этот физический дом – это ты и я. Это место, где обитает Его присутствие. И интересно, написано так, Петр говорит: «Пусть из вас самих, как из живых камней». То есть он называет меня камнем, то есть какой-то частью Божьего большого строения. Твой дом, например, ты придешь домой сегодня, даже если он из железобетонных плит состоит, если взять, что это один камень, твой дом состоит из многих камней, согласитесь, не из одного камня. И вот эти дома, и точно так же был построен храм из разных камней, эти камни были подогнаны особенным образом друг к другу, и из этих камней, из разных, было построено гигантское здание, которое называлось храм. Сегодня Бог смотрит на тебя, как на живой камень,
Он делает с тобой свою работу, Он подтесывает тебя в нужную форму. Для того, чтобы из нас, разных людей, из всех нас, сделать прекрасное место обитания Божьего Духа. Здесь так написано. Дальше мы читаем дальше, что мы знаем, что мы все вместе храм Божий, и что в нас сегодня живет Дух Божий. Здесь все вместе мы собираемся, церковь, тело Христа, храм Божий, народ Божий, армия Божия, невеста Христа. Очень много Новый Завет говорит разными словами о теле Христа или о церкви. Но сегодня мы говорим о месте, где Бог обитает своим присутствием. И мы с вами это место. И знаете что? От нас что-то зависит. Знаете, вот самое глупое, когда человек говорит, я не знаю, я хожу там в нашу церковь, там такая странная атмосфера, но я не знаю, почему это происходит. И от меня ничего не зависит, я ничего не могу изменить. От каждого из нас что-то зависит. От меня что-то зависит. От тебя что-то зависит. От кого-то в большей мере, от кого-то в меньшей мере. Но от каждого из нас зависит, что будет в этой церкви. Первое послание Коринфянам. Давайте мы прочитаем несколькими кусочками. Здесь 12 глава с 4 стиха, с 12 стиха, 18 и 27 стихи. «Дух один, а его дары различные. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы все крещены одним Духом, соединены в одно тело, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом». Если перефразировать на то, что мы сегодня видим здесь, в этом собрании, я вам могу сказать, мы все из разных национальностей, мы из разного социального какого-то происхождения, у нас у всех разное социальное прошлое, у нас разный уровень образования, у нас разный уровень владения какими-то навыками, мы не похожи друг на друга на самом деле. Вообще не похожи. И это благословение, это классно, что мы не являемся все клонами какого-то человека. Мы бы сразу устали от этой банды клонов. Каждый из нас, мы уникальны. И Библия говорит, из-за того, что мы напоены одним духом, мы все вместе, когда мы приходим сюда, мы становимся одним телом. И дальше там сказано так, что мы органы в этом теле. Каждый из нас, мы какой-то нужный орган. И что самое интересное, вот если вы посмотрите на любое тело, есть органы, которые видно, есть органы, которые не видно. Есть органы, про которые вы сразу думаете, а есть органы, о которых вы даже не знаете, но они существуют в нашем теле. Есть органы, которые я всегда вижу, каждый день я смотрю на эти органы, а есть органы, о которых я даже и не догадываюсь, я их не видел в жизни. И если я захочу на них в реале посмотреть, на эти органы, это, брат, как минимум мне будет больно. Скорее всего, я уже не смогу на них посмотреть, если я соберусь на них посмотреть. Я просто по вере знаю, что эти органы есть. Так вот, друзья, каждый из нас, мы особенные, и каждый из нас, мы важны. Что самое интересное, кто-то из здесь сидящих, это люди, которые снаружи видны. А есть люди, которые делают свою работу. Вы орган или часть этого тела, но вы делаете какую-то невидимую работу. Вы делаете какой-то невидимый вклад, вы делаете какой-то невидимый труд. Но это тоже важно. Представьте себе, если, например, я не вижу, да хоть что, я не вижу там, я не знаю, одно легкое, думаю, да зачем оно мне, я его не вижу. Мне главное руки, чтобы были, главное, чтобы руки из правильного места выросли, главное, чтобы мои руки делали там все правильно, эти легкие мне даром не нужны, забирай мои легкие себе. Как долго я своими руками что-то сделаю? Вообще недолго. Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам того пожелал. И так вы тело Христа. И каждый из вас орган в Его теле. Когда мы говорим о совместном помазании или о церковном помазании, это помазание начинается с того момента, когда каждый из нас, мы находим свое место в теле Христа. Самое лучшее тело, это которое функционирует на полную мощность, где каждый орган здоровый и каждый орган правильно делает свою работу. Самое дисфункциональное тело – это тело, у которого все органы, либо они не работают, либо они болят. Этот человек, про такого говорят, он на пороге смерти.
У него отказал какой-то орган. Так вот, церковь или помазание церкви, оно начинается с того момента, когда ты и я, мы сидим здесь на стульчике, слушаем проповедника, и мы понимаем, что Бог нас призвал, у Бога есть план, и мы говорим: Бог, а какой твой план для меня в этой поместной церкви? Я хочу, чтобы ты мне показал, где мое место в теле Христа. И это сегодня прекраснейшая молитва, которой ты можешь молиться. Если ты до сих пор не знаешь, какие твои функции, если ты до сих пор не знаешь, кто ты в теле Христа и чем тебе сегодня здесь заниматься. Знаете, самые лучшие церкви какие? Это где один суперпомазанный пастор, и он и поет, и танцует, и сценки показывает, и слайды щелкает, и на свирели дудит, и отжимается, и вечерю ставит. Сначала он приходит пораньше, вечерю ставит, потом всем бегает, раздает эту вечерю, за всех больных по ходу молится, стульчики заранее расставляет, потом стульчики убирает, потом мусор убирает после всех. Такой суперпомазанный, а он еще должен кого-то посетить, кого-то найти, кому-то позвонить, кому-то в телеге написать: ты куда делся, брат, что с тобой случилось, не заболел ли ты, на небо ли ты не отправился, где ты, что ты, с кем ты, когда ты и во сколько ты. Такого суперпомазанного брата хватит ровно на недолго. И классная церковь на самом деле, это церковь, где каждый вовлечен в какую-то жизнь, в какую-то работу. Если бы я ждал, когда я стану здоровым во Христе, Алина, я бы не начал никогда ничего делать. Потому что Иисус сказал такие слова: когда я начну приносить какой-то плод, то есть я начну хоть как-то функционировать, к примеру, я там с печень, и вот я начинаю часть какой-то шняги фильтровать, которую человек жрет, там пьет, я вот начинаю это по чуть-чуть фильтровать, как могу. Я немножко больной, но я что-то делаю. Библия говорит, даже больной орган, который уже начинает приносить какой-то плод, помните, Иисус сказал: я его буду очищать. Не ждите, пока вы дойдете до состояния, что вот, и вы супер идеальный человек, и вы сегодня должны просто стать какими-то героями веры, и обязательно вы должны там проповедовать начать. Не ждите этого. Это никогда не случится, к сожалению. Начните сегодня молиться очень простой молитвой и говорить: Бог, я хочу, чтобы ты показал мне мое место в теле Христа. Когда-то много лет назад приехал один голландец. Этот человек говорит: я молюсь и молился о том, когда я пришел ко Христу, и молюсь до сих пор. Поднимаю руки к небесам и говорю: Бог, вот он я, такой, какой я есть, используй меня, чтобы созидалось тело Христа. Соответственно, моим скиллам, или навыкам, способностям, давай дальше, дарам, талантам. А я услышал эту молитву и думаю: надо же, мужик вроде бы при деле, в Царстве Божьем. Он вроде бы какой-то известный, уже состоявшийся служитель. Я начинающий верующий вообще был. Я вообще ничего не понимал в жизни. Я думаю, это его молитва от начала его прихода ко Христу и до сегодняшнего дня. Что бы мне не начать таким образом молиться? Вы не поверите, кем я только не был в теле Христа. И пальцем, и селезенкой, и печенью, которая фильтровала. И что я только не делал. Я занимался разными служениями, я был вовлечен в разную какую-то движуху. Я занимался, вы даже не представляете, какими только собраниями или служениями я не занимался. Единственное, что тогда особо не было развито медиаслужение. Я вот в медиаслужении никогда не участвовал, но могу вовлечься, если что. Но как минимум таскал оборудование. Кем я только не был. Был человеком, который занимается администрированием каких-то служений, был человеком, который усаживает людей, который разбирается с какими-то проблемами, которые возникали во время служения, был человеком, которому приходилось мыть туалеты, был человеком, который занимался евангелизациями, был человеком, который проводил даже детское служение однажды. Я сказал: спасибо тебе, Боже, за то, что ты меня к этому не призвал. Знаете, одно дело, когда ты ждешь, что ты станешь когда-то перфектным или идеальным, ты станешь человеком достигшим, ты станешь здоровым, исцеленным, и ты начнешь что-то делать. А другое дело, когда ты сегодня, ты вовлекаешься в дело Господне, потому что ты понимаешь, что ты идеальным-то никогда не станешь.
И такой, какой ты есть, именно таким сегодня Господь тебя видит частью тела Христа, и Он таким тебя хочет использовать. И вот помазание церкви, оно увеличивается, оно усиливается тогда, когда большая часть людей, или все большая и большая часть людей, она начинает вовлекаться в работу тела Христова или в жизнь тела Христова. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы люди новообращенные, уверовавшие только, приходили на какие-то собрания, это всего лишь первый шаг. Дальше, друг, если ты сегодня тебе это влом делать, лучше беги сразу от нас. Беги сразу, потому что дальше мы тебе начнем говорить, а теперь еще начинай делать эти служения. Начинай эту движуху создавать вокруг себя. Алина на меня смотрит, не понимает, что происходит. Помазание церкви, оно зависит от процентного количества этой церкви, вовлеченной, посвященной и вовлеченной в дело Господне. Это все зависит именно от этого. Как бы мы ни крутили, что бы мы не хотели бы сделать, как бы мы ни молились и не говорили: Господь, я призываю огромное помазание на наше собрание. Я больше сегодня молюсь о том, чтобы каждый член находил свое место в теле и вовлекался бы в свой труд, в свою работу, сообразно своим дарованием, сообразно своему призванию. Дух один, а его дары различны. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. Вот 3 действия здесь описываются. 3 разных даятеля и 3 разных действия, скажем так, описываются. Первое, мы читаем, что есть Дух, и у него есть дары. Сразу приходят на ум дары духовные, да? Дальше я немножко путался всегда. Разные служения, я думал, ну вот у нас есть служение на русском языке. Есть там служение на другом языке. Я думал почему-то так. А потом, когда я стал вникать вот в это место Писания, о чем здесь Павел говорил, он фактически говорил о том, что существует в теле Христа 3 типа даров, 3 типа действий, которые производят 3 типа, 3 части одной личности триединого Бога. Дух, Иисус и Бог. И вот здесь мы, когда читаем Дух один и его дары различны, это о дарах духовных. Второе, есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные служения, и Господь, который эти служения производит. Это то, что дает Иисус как свои дары. В послании Ефесянам 4 главе эти дары описываются. И они называются дары Иисуса, или дары служения, или еще 5-гранные служения. Там описываются апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пасторы. 5 позиций или 5 даров, которые есть у Бога для нас. И дальше 3 о том, что Бог все это производит, Он один и тот же, но все производит во всех нас Бог. И здесь как раз-таки апостол Павел говорит о том, что есть еще дары Отца. Итак, давайте посмотрим. Дары Духа Святого. 1 Коринфянам 12 глава 7 стиха. Вот то, что умножает помазание. Это когда, во-первых, ты ищешь свое место в теле Христа, ты функционируешь на своем месте в теле Христа, а потом ты еще и ревнуешь о дарах духовных. Не один только я, не тот человек, который проповедует, не тот человек, который сегодня стоит на сцене, там делает какие-то действия на сцене, но каждый в теле Христа, он ревнует о дарах Духа Святого. И когда через нас проявляются дары Духа Святого, это помазание усиливается. Дары Духа Святого. Я вот здесь разделил начал с первой группы. Это группа даров, которые можно назвать дары знания. Это то, что приходит как знание в нашу жизнь. Если ты не начнешь служить другим людям, навряд ли вот эти вещи начнут работать в твоей жизни. Потому что это дается Богом для того, чтобы ты послужил кому-то другому. Чтобы ты помог другому человеку в его каких-то нуждах, духовных, физических, материальных, в которых он находится. Слово знания, слово мудрости, распознание духов. Это различное знание, которое приходит о прошлом, о настоящем или о будущем, и о действии, которое совершается сегодня в невидимом духовном мире. Это сверхъестественные понимания, которые мы имеем либо во время молитвы, либо во время поклонения, либо во время, когда, иногда это работает вообще. Ты можешь ехать там за рулем и просто понимать какие-то ситуации или понимать какие-то обстоятельства. Просто это приходит тогда, когда мы ревнуем об этом. Поэтому можешь смело молиться о том, чтобы тебе находить свое место в теле Христа, быть человеком, который ревнует о дарах духовных, и быть человеком, через которого эти дары духовные начинают работать для блага других людей. Дальше есть 2 группа этих даров, это пророчество, разные языки, истолкование языков. И об этой группе еще говорят, это дары говорения. Потому что это все то, что должно быть высказано. Пророчество, оно должно прозвучать.
Истолкование языков – это то, что должно быть сказано. Разные языки – это то, что должно быть высвобождено людьми. И третья группа даров, которые Бог хотел бы, чтобы проявлялись в церкви – дар веры, дар чудотворения и дары исцелений. Вот эти вот 9 даров Духа Святого, чем больше их работает посреди нас, не через меня. Друзья, мы многие думаем, что было бы классно, если бы у нас был какой-то уникальный помазанник, через которого бы вот все происходило. Я вам уже рассказал, что будет с этим человеком через короткое время, ладно. Кто-то более сильный, кто-то послабже. Но у всех судьба таких людей одинаковая. Они сгорают очень быстро. Потому что невозможно одному человеку быть и ногой, и рукой, и глазом, и ухом. Каждый должен находиться на своем месте, и каждый должен функционировать в своем призвании, в своем даре. И вот здесь так важно, вот когда мы читаем все эти вещи, когда мы размышляем об этих всех вещах, так важно, чтобы сегодня ты согласился с этим, и в очень простой форме ты бы начал молиться и говорить: Бог, хочу, чтобы ты использовал меня. Покажи мне мое место в теле Христа и двигай, и используй меня вот в этих 9 дарах Духа Святого. Дальше, когда мы говорим о дарах, как я уже говорил, что есть дары Иисуса, Ефесянам 4 глава, 11 стих, апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пасторы, на этом мы не будем останавливаться. Вот это мне больше нравится. Дары Отца. Римлянам 12 глава, 6 стиха. Здесь, в этом месте Писания или в этом отрывке описываются люди, которых я вот здесь перечислил на этом слайде. Это пророчествующий, слуга, учитель, ободритель, даятель, начальствующий, благотворитель. И вот у каждого сидящего здесь есть один или несколько даров из этого списка. И сообразно вот этим дарам Господь хотел бы, чтобы церковь развивалась, чтобы увеличивалось количество людей, которые просто ободряют тех, которые приуныли. Увеличилось просто количество людей тех, которые, знаете, просто как слуги, они приходят сюда, и они подготавливают чисто физически, своими руками плацдарм для нашего служения. Таскают оборудование, там, настраивают одно, другое, третье. Это все невидимая работа, но это работа, связанная с вовлечением людей, которые служат своими руками, служат своими силами. Кто-то служит машиной, кто-то служит помещением своим. Мы можем служить какими-то физическими вещами, которыми мы владеем, или силой какой-то, способностями какими-то, которые вложены в наши физические руки. У кого-то из нас сегодня есть дар начальствующего. И начальствующий – это не просто человек, который говорит: ты иди туда, а ты вон там встань, а ты вообще уходи отсюда, ты мне неприятен, противная рожа у тебя. Нет, начальник – это другой человек. Начальник – это человек, который из ниоткуда может построить что-то, который может создать бизнес, но если мы говорим о церкви, он может создать любое служение. Вот не было ничего, он создал домашнюю группу. Не было ничего, создал команду прославления. Не было ничего, создалось какое-то вот движение, что-то начало двигаться, что-то стало происходить. Это человек с даром начальствующего. Это человек, способный создавать, администрировать и управлять этим в конечном итоге. Все мы очень разные. Кто-то благотворитель, мимо ни одной бабушки не пройдет. Слава Богу, что вы не ездите за рулем, потому что на каждом перекрестке большом стоят сегодня люди с протянутой рукой. Вы бы только и останавливались перед этими людьми. Слава Богу! Потому что многие, знаете, у них сердце очень мягкое. Они не могут пройти мимо человека, который в нужде сегодня находится. Это дар. Кто-то просто мимо идет, даже не замечает таких людей. Кто-то обязательно подойдет, щеки поцелует, поднимет, даст 500 сомов, там, я не знаю, за плечо потрогает, как-то ободрит, утешит, скажет: ничего страшного, то, что у тебя нет ног, я буду приходить тебе, помогать тебе, все будет хорошо. Это люди, которые уникальные по-своему. И вот здесь, знаете, вот 7 человек разных, все эти люди очень разные. Пророчествующий, слуга, учитель, ободритель, даятель, начальствующий, благотворитель. Каждый из этих людей, он имеет какую-то уникальную, свою, не похожую на другого сущность. Но эти люди вместе создают определенную атмосферу в церкви. Когда ты приходишь в такую церковь, ты переживаешь определенную полноту Божьего присутствия. И благодаря вот этому разным дарам, которые начинают действовать, разные дары Духа Святого, включены разные служения в служение церкви.
работают разные дары Отца. И мы таким образом начинаем переживать или ощущать полноту в такой церкви. Церковь, она не является тогда, вот тогда она не является какой-то церковью с крайностями или какой-то церковью без каких-то необходимых качеств. Когда вот это все начинает включаться, в этой церкви можно найти полноту, разные ответы для себя и по-разному пережить Христа. Кто-то будет тебя ободрять, брать вот так за плечи, трясти и говорить: брат, да ты же лев из колена Иудина, восстань, хорош ныть, вставай, вот я же не ныл, и ты не ной. Ну и ты как-то раз в себя приходишь. Другой, например, это человек милосердный, он с тобой поплачет, он тебя обнимет, в щеку поцелует, помолится такой длинной молитвой. Ты уснешь за это время, проснешься, какой-то покой придет в твое сердце. Но в разное время разные люди нужны. Какое-то долгое время я служил с одним человеком. В одном месте у нас локация была, мы в одном кабинете, можно так сказать, сидели и принимали людей. Я был служитель, он был служитель. Я по-своему служил, он по-своему служил. Ко мне приходили люди, я больше к учителю и к ободрителю, больше туда. Знаете, приходили ко мне люди, рассказывали, и вот они рассказывали какие-то проблемы. Я говорю: слушай, не надо так длинно рассказывать. Что ты мне всю свою жизнь рассказываешь? Я здесь сейчас усну и не знаю, когда проснусь вообще. Человек такой думает: туру-ду-дун. Я говорю: расскажи, какие проблемы, трудности какие, вот это. Я говорю: все понятно, что тут развозить, вот понятно, и просто вот так делаешь, вот так Писание говорит, вот так здесь написано, все, вот тебе пункт 1, вот тебе пункт 2, вот тебе пункт 3. Придешь через неделю, расскажешь, как это у тебя получилось. Хорошо? Человек такой: хорошо. И тут же приходил такой же человек с такой же проблемой к моему коллеге, спасибо тебе, хороший, сослужитель во Христе. И знаете, я просто сидел там, например, своими делами занимался, слава Богу, меня не выгоняли из кабинета на тот момент, я просто не лез никуда, я молча слушал. И вот я слушал, например, человек рассказывает длинную историю, я уже не помню, с чего он начал, и я не понимаю, к чему он ведет, потому что она такая длинная, столько подробностей. Он уже рассказал обо всех своих родственников, которые у него есть. Каждое родство подчеркнул, кто кому брат, сват, сестра, кто за кого по скольку раз замуж выходил. Я уже перепутал все, ну ладно, держу в голове просто, что у этого человека проблема. У того внимательное сердце, которое продолжает слушать. Знаете, что там дальше происходило? Вот эта длинная история с одной стороны, она потом перетекала в длинную историю с другой стороны. Этот человек начинал просто, во-первых, свои какие-то свидетельства рассказывать. Потом говорил: давай я за тебя помолюсь. И вот такая длинная, бесконечная молитва начиналась. И знаете, что самое-то интересное, я видел, когда вот этот, за кого молились, с проблемами приходящий, он реально уходил с таким миром в сердце. И я думаю: Господи, я так не могу. Реально, я бы на полпути где-нибудь, либо там, либо тут, что-то со мной уже случилось. Потому что я другой, я так не могу. У меня бы уже просто нервный срыв начался бы. Либо от этих рассказов, либо от того назидания, которое этот человек производил. А он, знаете, такой вот милосердный благотворитель, я не знаю, человек душа, человек милосердия, человек, который с плачущими всегда плачет. И я понимал, что если бы все были как я, в церкви бы остались самые сильные, самые непобедимые, да, те, которые, слава Богу, выдержали. А все милые люди, у которых такие длинные проблемы, им никто бы длинно не смог послужить, они бы куда-то делись. Слава Богу! И я нужен, и тот нужен. Вот здесь каждый нужен, пророчествующий нужен. Нужен человек, который просто еще историю не стал этот человек, пришел к тебе, еще историю даже не начал рассказывать, а ты ему говоришь: брат, я хочу тебе сказать, я вижу, у тебя есть определенные проблемы, я знаю, что ты вот это сказал, и вот эти вещи, тебе надо в них покаяться. Он еще ничего не сказал. А ему уже слово знания, слово мудрости, распознание духов и еще пророческое слово сверху выдали. И он думает: халлелуя, надо же, ничего не сказал, а такой ответ получил шикарный. Нужен человек, который просто, знаешь, вот ты придешь к нему, и он скажет, ты скажешь: у меня проблема. Этот человек скажет: собираемся.
Поехали, садись в мою машину, поехали, твои проблемы прямо сейчас решим. Это слуга, который прямо сейчас готов тебе послужить своими руками. Он готов вовлечься в твою проблему, и он готов ответить тебе на твою нужду. Друзья, все эти люди нужны. И хочется, чтобы каждый сообразно нашему призванию, нашим скиллам, мы сегодня бы вовлекались в работу, в служение церкви. И сообразно тому, что мы имеем внутри, начали бы служить для этой церкви. И чем больше таких людей будет вовлечено, и чем больше мы будем ревновать о Божьем через нас, тем большее помазание здесь будет высвобождаться. Еще очень важно, и это фактор очень важный, чтобы каждый человек находился на своем месте. Одно дело, человек призванный, помазанный, например, занимается прославлением. И когда он берется там за микрофон, и он просто стоит, там, поет 3 слова, и помазание растекается на церковь. Другое дело, человек, который консерваторию закончил, смотрит на все на это и говорит, да я могу не хуже петь, однозначно я могу даже лучше петь. И играю я лучше. И вообще я должен этим заниматься. Я хочу, чтобы меня все увидели. И потом он добивается того, чтобы ему оказаться на сцене. И делает все гораздо лучше. И поет красивее. В ноты попадает просто... но не на своем месте. Нету как будто бы помазания при этом. Потому что человек либо не вовремя, либо не на своем месте, либо не с неправильными мотивами он делает какие-то вещи. С неправильными мотивами. Вот это все либо умножает помазание, либо убивает помазание. И если мы вот смотрим на все вещи, которые связаны с помазанием, каждый из нас, мы зададимся вопросом, а что нужно делать для того, чтобы расти в помазании? Каждый из нас, мы растем в личном помазании, и церковь растет вот в этом общем помазании. И вот здесь есть ответы, что мне надо делать на постоянной основе, чтобы мое помазание росло. Ну, даже не мое, помазание Божие, которое на мне или во мне. И вот это вот, то, что здесь записано, если мы сегодня, как церковь, если я сегодня, как духовная личность, буду постоянно практиковать, это начнет умножать помазание внутри меня. Послание к Колоссянам там написано, чтобы Слово Божие вселялось в нас обильно. Колоссянам 3,16. А до этого место Писания, в синодальном переводе у меня здесь, Деяния апостолов 6,4. Апостолы, когда дело касалось служения, когда они поставили новых людей на новые служения, они сказали, а мы будем пребывать в молитве и будем вовлекаться или погружаться в изучение и в учение Слова Божьего. Вот эти 2 вещи, молитва и погружение в Слово Божие, это то, что дает или то, что помогает расти помазанию Божьему внутри тебя и внутри меня. Если ты каждый день свое помазание соприкасаешь с молитвой и со Словом Божьим, поверь мне, дорогой человек, твое помазание будет однозначно расти. Нет никакого другого варианта. Ты будешь возрастать, и твой духовный уровень, твой духовный человек будет расти. Это то, что мы можем делать постоянно, то, что мы можем делать каждый день. Слово Христово да вселяется в нас обильно. Ты внутренний человек, духовный человек, и он нуждается в том, чтобы ему постоянно наполняться Словом Божьим. Если ты это не будешь делать, он внутри тебя расти не будет. Он не растет от того, что ты раз в неделю пришел на собрание, услышал проповедника. Он растет от того, что ты каждый день соприкасаешь его с Божьим Словом, потому что это настоящее духовное питание для него. Молоко, мясо – это все Слово Божие. Давайте, друзья, просто будем это делать, потому что от этого зависит уровень моего помазания и уровень помазания нашей церкви. И чем больше мы почитаем Слово Божие, чем больше мы пребываем сегодня в изучении Слова Божия, в молитве, тем больше помазания будет здесь, на наших собраниях. Дальше, Ефесянам 5:18. Апостол Павел говорит нам, он фактически повелевает нам. Там он говорит, смотрите, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Он в противовес вещам, которыми сегодня занимается этот мир, чтобы миру хорошо было, чтобы мир кайфанул, чтобы мир пережил жизнь, легкость, счастье. Он должен допинг какой-то получить. А здесь апостол Павел противопоставляет и говорит, а вы, народ Божий, исполняйтесь Духом. Пусть ваше помазание умножается. Как мне это делать? И он дальше говорит, да легко, наставляйте друг друга псалмами.
Я не знаю, как они это делали. Может быть, они поворачивались во время прославления, поворачивались, смотрели друг на друга и говорили: это слово для тебя. Та-ра-да-да-та, уж пау-вау-вау. Христос умер за тебя. Я не знаю, у меня ни одна песня не приходит в голову, но просто ты можешь это делать для себя самого, просыпаться. Я тот народ, у которого Господь есть Бог. Ты сам себя назидаешь. Потом повернулся к своей жене. Ты тот народ, у которого Господь есть Бог. Хоу-воу-воу-воу-воу. В любой манере можешь это делать. Это то, что назидает тебя, назидает того, кто тебя слушает. Наставляйте друг друга или назидайте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа от всего сердца. Друзья, это способ исполняться Духом. Хоу! Я хочу быть наполненным Духом, но при этом, когда я прихожу на их прославление, что-то у меня Дух молчит. Встань, подними свои... Тут вообще нужно заставить плоть делать правильные вещи. Душу свою нужно заставить делать правильные вещи. Давид говорит: душа моя, славь Господа. Он заставлял душу свою, он повелевал своей душе, которая не хотела, которая говорил: Давид, у тебя столько проблем, за тобой Саул гонится, тебя завтра пришьют, а ты тут руки к небу поднимаешь. Что ты славишь Бога? Какая радость? О какой радости ты говоришь? Все плохо, все идет не туда. Дальше за все благодарите, всегда причем, и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Вот это все, это ступени или какие-то новые окна для того, чтобы каждому из нас исполняться Святым Духом. И когда мы это делаем, мы наполняем свою жизнь Словом Божьим, мы наполняем свою жизнь Духом Божьим, мы позволяем нашему помазанию, живущему внутри нас, обновляться, расти и становиться могущественным внутри нас, и менять нас, влиять на нас, говорить для нас и действовать невероятным образом через нас. Через наши руки, через наши молитвы, через наши слова, через наши провозглашения. Просто вот вещи. Что нам делать? Куда нам идти? Чем нам заниматься? Когда приходит благодать, когда приходит помазание, когда приходит сила Божия, очень много вещей вокруг нас изменятся невероятным образом, сверхъестественно. И чудеса будут осязаемы в нашем физическом теле. Их будет становиться только больше и больше с каждым разом. И эти чудеса, они будут реальными в финансовой сфере. Эти чудеса будут реальными в спасении других людей, за которых мы молимся. Мы будем видеть, как эти люди спасаются, отдают свою жизнь Христу. Вот просто нам нужно включиться в то, что говорит Слово Божие, и то, что мы все знаем.